начинала с кукол, банально. Шила потом себе, потом сестре. Пробовала все. В школе были, УПК называлась тогда. Труды швейного дела. В 2005 году, по-моему, я открыла первое ателье. Клиентов я сначала сама искала, прям звонила, брала телефонную книгу, тогда же не было, как сейчас. Сейчас намного проще. Не знала я, как это все делается, просто ходила по клиентам, по ресторанам, предлагала. На барахолку на автобусе ездила, тюки таскала, да. Было вообще ужасно неудобно. Вспомню, прям вздрогну. Устала жутко. Потом все закрыла. Вышла на декрет, родила. Долго дома сидела. В 2009 году я открыла магазин обуви. И по соседству было ателье. Обувь хорошо шла. И в ателье хозяйка вышла замуж. И ателье осталось без хозяина, без руководителя. Потихонечку стало что-то там заказы находить. В общем, нехотя меня все равно привели к этому снова. Обожглась первое время, но все равно а второй раз, когда я себе сказала, нет, я больше не буду этим заниматься, когда я уже, когда я устала, я не хотела все на этом все закончить. Второй раз меня к этому подвели очень мягко. Аллах подвел меня к этому так, что мне даже выбирать не приходилось. Мне все само в руки пришло. Уже мест было мало. Я сначала одно место арендовала, потом второе, побольше, 2 комнаты там. У меня уже физически не хватало ни мест, куда все это складывать. Потом подключился муж. У меня уже большие заказы пошли на 1000, на 500, вот так вот. У нас появились какие-то оборотные средства на расчетном счету, какая-то история появилась. И после этого я уже смог обратиться в финансовые институты, в банки в данном случае. Банк БЦК, они очень оперативно отработали. Другие организации даже еще не успели ответить с финансовым анализом наших документов, нашей оборотной деятельности и так далее. Они очень оперативно отработали и дали предварительное согласие. И мы уже после этого по прямой уже работали именно с этим банком. И очень быстренько отработали, получили согласие комиссии, подыскали помещение, приобрели его, заехали, отметили и начали там работать. Совет, если хочешь, нужно делать, пробовать, не бояться. А деньги придут, люди придут. Когда ты чего-то хочешь, оно само к себе придет. Главное, трудиться и не бояться.